Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами посмотрим, что он хочет вам сказать прямо сейчас. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, на себя. Обязательно загадайте. И давайте посмотрим, что же он хочет вам сказать. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, странная, конечно, картинка. Ну да ладно, будем разбираться. Вот мужчину, видите, показали. Он сидит на ослике и почему-то сидит задом наперед. На какую-то женщину оглядывается. Вроде как и в вашу сторону едет, но едет спиной. Постоянно оглядывается на какую-то женщину. А женщина прям за этим осликом бежит. Цепляется именно за осликом. Странненько, конечно, это все. Ладно, ну давайте. Что хочет сказать? Сказать хочет, что он едет, что он уже в пути, что он скоро будет. Как я скоро к тебе доеду, я приеду, мы скоро поговорим. Да, жди меня, я уже в пути. Об этом он говорит вам. Прямо кричит, не просто говорит, но кричит. Плюс я еще вижу какой-то нехороший поступок, который он совершил. Либо в тайне от вас, либо конкретно вам что-то сделал. Да, опять же, у нас отсыпка общая, вы все разные. Возможно, он вам какую-то обиду нанес, либо боль причинил. А возможно, действительно где-то там втихаря что-то такое сделал, за что ему сейчас очень сильно стыдно. Очень сильно стыдно. Ему очень хочется попросить у вас прощения. Вернее, добиться того, чтобы вы его простили. Знаете, тут такой посыл, что родная, любимая, не суди меня строго. Ну, все ошибаются, да, я не святой, но я все понял, я все осознал, я поменяюсь. Я не знаю, искуплю все свои эти прегрешения перед тобой. Там, знаете, как бес попутал, вожжа под хвост попала. Да? Вот такие вот у него мысли и такой посыл вам. Не могу понять, что с ним не так. У него невероятный порыв души в вашу сторону, но при этом, когда речь заходит за какой-то разговор, либо вы лицом к лицу находитесь, да, глаза в глаза смотрите, у него прям язык к небу прилипает, и он ничего сказать не может. То ли у него такой характер, да, такие превратности характера, то ли он, в принципе, такой по жизни. Вот если бы вы могли залезть к нему в голову, заглянуть в его душу, вы бы ахнули, сколько там много любви, сколько романтики, сколько нежности, какие красивые слова у него там в мозгу летают по поводу вас, да, что он там придумает такое невероятное, поэтичное. Но сказать вот именно словами, озвучить эти свои мысли и чувства он почему-то не может. Не может. Он не может, и все. Вот рот заклеен, язык там к небу приклеился, все. Молчит, смотрит и мурчит себе под нос. Вот все, на что он способен. Какая-то неразборчивая лабуда у него получается. Может быть, он так воспитан, может быть, действительно, он не привык высказывать свои чувства. Но вот между тем, что он транслирует, и тем, на что он способен, здесь просто какая-то невероятная пропасть находится. Пропасть. Вот если бы вы научились читать его мысли, ой, у вас бы все по-другому с ним случилось. И вы бы так не мучились и себя не накручивали. А я вижу, что вы из-за него мучаетесь. Вас не все в нем устраивает. Не устраивает его отношения, его поведение. Опять же, вот эта его странная молчаливость. Да, там ни одного теплого, доброго слова не может из себя выдавить. Либо в больших муках он говорит вам добрые, теплые, нежные слова. Да, странно это все. Так, еще слон.
повернулся влево, смотрит на курицу. Знаете, он каким-то делом занялся, либо что-то перспективненькое нашел. То, что может и денег дать, и таким мощным толчком быть в его бизнесе, либо в его карьере. Но ему и хочется рассказать. А с другой стороны, он знает, что вы женщина-реалист, что вы начнете задавать ему всякие там сопутствующие, наводящие вопросы, и ему нечего ответить. Это все его планы, это все его мечты. Конечно, я хочу с любимой поделиться. Конечно, я ей хочу сказать, что я, стремлюсь к какому-то успеху, к достижению, к заработкам. Но я не знаю, как это аргументировать, и я не знаю, как эту информацию преподнести. Это как больше похоже на чуйку. Да? Он чует, что вот скоро он сможет заработать, либо он скоро сможет добиться успеха. Но словами объяснить это он не может. Хотел бы, конечно, чтобы вы в него верили, чтобы вы ему верили и в него верили. Не бросай меня, я перспективный, да, я тебе еще пригожусь. Ты не думаешь, что я там неудачник, я еще там заработаю, либо прославлюсь. Такие мысли. Так, еще он хотел бы попросить у вас ключ. Попросить ключ в прямом смысле слова, да. Может быть, он хотел бы с вами вместе жить, попросить ключ от вашего дома. Либо, может быть, даже предложить вам совместное проживание. А может быть, он хотел бы попросить, чтобы вы открыли ему свое сердце. Чтобы вы ему доверились, чтобы между вами вот это родство произошло. Вот ключ, он хочет попросить у вас ключ. Опять же, вы все разные, девочки, так что думайте, судите по себе. И да, у кого-то может быть даже ситуация, что у вас какой-то ключ его остался. Он хотел бы его попросить. Такую мысль показал. Так, есть еще одна вещь, о которой вы обязательно должны узнать. Какая-то женщина посеяла в его сознании семена сомнения по поводу вас. Эта женщина называла вас крысой. Эта женщина говорила, что вы поедаете сердца мужчин. Эта женщина говорила, что вы ищете толстосумов, эти кошельки на ножках, да, папика вы ищете. Очень много про вас гадости сказала. Очень много. И даже какие-то факты приводила. Типа факты. Хотя, я не могу поверить в то, что вы хотите его использовать. Я вижу ваши переживания по поводу него, ваше сердечное томление. Да, если бы вы просто гонялись за богатым мужчиной, то навряд ли бы вы испытывали такие чувства. Какая-то женщина вас оговорила. Прям смотрите, вот крыса такая большая, толстая, с длинным хвостом, и сердце надгрызенное. И кошелек тоже выходит. Какая-то женщина наговорила. Причем женщина-то с вашей стороны. То есть это ваша подруга могла быть, это могла быть ваша родственница. Женщина, с кем вы плотненько так общаетесь. Вот. Он как бы и сомневается, потому что он вас тоже знает, видит, да, знает, ощущает. Но с другой стороны, какие-то были факты приведены, либо подделаны, тоже может быть. Ему бы хотелось услышать вашу версию, но как бы он сомневается, стоит ли вас об этом спрашивать, какова будет ваша реакция, захотите ли вы вообще общаться на эту тему. Вот тут скорее как вам даже, да, вам как предупреждение, что какая-то женщина с вашей стороны вас оговаривает и пытается этого мужчину от вас отвести, да, чтобы он вас разочаровался, чтобы он понял, что вы недостойная, чтобы он ушел от вас. Такое есть. Да, в невыгодном свете вас показывают, да, либо очень гадкие вещи о вас говорят. Так, еще. Кому-то мужчина хотел бы сказать о детях. Не знаю, у вас ли есть ребенок, либо у вас совместный есть ребенок, либо он хотел бы с вами совместного ребеночка завести. Сказать о том, что он любит детей, что он готов к детям, что он хочет детей, что он может стать хорошим отцом. Об этом хотел бы сказать. Может быть, у вас, кстати, и конфликт произошел из-за того, что, например, ваш ребенок не готов его принимать. Либо мужчина в разговоре вдруг сказал, что он не любит детей. Хотелось бы ему вам глаза открыть на то, что нет, я нормальный, я люблю детей, я обожаю детей, я хочу детей. Есть такое.
Так, показывают собачку. Собачку, которая приносит добычу. Но опять же, это его то ли желание, то ли как обещание вам, да? Обещание вам, но которое он сейчас озвучивает сам себе, что я буду верным, что я буду надежным, что я не только буду тебя защищать, но я и добычу буду тебе приносить. Вот он считает, что это самые вот такие главные его характеристики, что я типа надежный, что я верный, что я буду тебе вот добычу приносить. Он, кстати, будет вам об этом говорить. Будет, причем не единожды он будет об этом говорить. Ну, потому что он считает, что это его сильная сторона. Так, женщина, которая за ним идет. Ну, это либо мама, ну, либо действительно какая-то бывшая. Женщина, которая никак от него не отстанет. Женщина, которая никак не может его отпустить, ну, от себя отпустить, да, либо отпустить во взрослую жизнь. Понятно, что все девушки разные, и все мужчины, которые здесь загаданы, они тоже разные. Но вот правда, вот он едет к вам, спиной едет, потому что женщина какая-то вот прям пытается за него схватиться, его не пустить. И он ей вроде говорит, что отстань от меня, пожалуйста, иди живи своей жизнью. Не трогай меня, дай мне пожить. А она нет, она прям идет за этим ослом, пытается за него схватиться. Ну, за мужчину я имею в виду. Знаете вы об этом, не знаете, но есть такой момент, и он не хотел бы, чтобы вы о нем узнали. То есть он до последнего будет это прятать и скрывать. То есть он может вам рассказывать о своей маме, что мама очень адекватная, что мама не лезет в его жизнь, не расспрашивает, что они живут разными жизнями. Хотя на самом деле это не так. Либо он может вам рассказать о своей бывшей, с которой он типа якобы вообще не общается и в принципе там забыл о ней и видеть не видел и не слышал, а на самом деле нет, там что-то происходит. То есть общение есть. Есть не только, кстати, коммуникация, но и что-то совместное, да, совместные какие-то действия. Ну, например, бывший, он может в жизни помогать, там, опять же, если есть дети, то алименты выплачивать, участвовать в жизни детей. Также, например, приезжать в ее дом, что-то делать, там, не знаю, мелкий ремонт, либо какие-то покупки совершать совместные. Что-то есть, девочки, что-то есть. И он будет это очень сильно скрывать и говорить вам совершенно обратное, что нет, я самостоятельный, либо бывший вообще забыл, как выглядит. Но это все будет неправда. Все будет неправда, потому что спиной, да, он скрывает этот момент, скрывает и будет скрывать, даже если на горячем поймаете, он скажет, нет, это не моя мама, да, вообще не знаю эту женщину. Ну, либо с бывшей также может сказать. Так, а еще, девчонки, вы знаете, что он что-то пишет для вас, пишет. То ли стихи он для вас пишет, то ли он портрет ваш рисует, то ли он какие-то, может быть, свои мысли записывает, как в стол пишет, да, он пишет это и прячет. Кстати, пишет он разное. Вот когда у вас там на подъеме отношения, он невероятно романтические вещи пишет. Когда вы там поссоритесь, либо какое-то напряжение между вами возникнет, он, ну, соответственно, в таком ключе начинает писать. Там разные птицы, которые не могут летать. То есть это все, что написано, оно спрятано. Не будет вам отправлено, разве что вы сами случайно когда-нибудь найдете. Так, еще о чем он хочет сказать. Это очень важно. Смотрите, здесь вы стоите спина к спине, при этом вы как, ну вот как опора получаетесь, да, а он просто рядом. Он не верил с самого начала, что у вас отношения получатся, либо что ваши отношения будут настолько серьезными. Вообще как-то он относился как играючи, да, вот как легкие отношения. Да? Там, пообщались, встретились, вместе время провели. То есть он не видел ничего серьезного, не было какой-то серьезной подоплеки. Но со временем что-то начало меняться. Вот. Все больше и больше он стал в вас нуждаться, по вам скучать, к вам тянуться. И сам не заметил, как он в вас влюбился. Влюбился, кстати, очень сильно. И еще у кого-то отыграется, что мужчина долго пытался сопротивляться этой любви. То есть он делал все как наперекор. Да, вот его тянет к вам, а он специально не приходит, либо не выходит на связь, либо куда-то специально уезжает. Да. То есть как он избегал и пытался
Но выйти из этого любовного наваждения. Чем больше старался, тем больше влюблялся. Как, грубо говоря, сам себя обманул, да? Ну что ж, так оно обычно и бывает. И опять же, ваши отношения, либо в ваших отношениях вы главное лицо, да, вы первое лицо, а он рядышком просто. Я бы даже сказала, что вы как будто бы позволяете ему вас любить. И в ваших отношениях, в вашей любви вы как главное лицо идете. Сначала ему это не нравилось, он с этим, возможно, тоже пытался бороться, но со временем понял, что как я могу бороться с той, кого я люблю? Да это же ненормально, это невозможно, и не стоит так делать. И еще, ему не до конца понятно, чего вы от него ждете, либо чего вы конкретно хотите. Но вы для него до сих пор остаетесь загадкой, такой, знаете, закрытой книгой за 7 печатями. И ему бы хотелось об этом поговорить. Поговорить о ваших желаниях, о ваших мечтах, о том, что вам нравится, о том, что вам не нравится. Попросить вас немножечко для него открыться, да? Открыть свое видение мира, ваших отношений, как вы его видите в своей жизни. Ему бы это очень помогло. Прям очень сильно его это интересует. Ну, девочки, совсем скоро он приедет, совсем скоро он появится, совсем скоро произойдет ваша встреча. Ну, спросите его, спросите и помогайте ему отвечать. Да, увидите, что он там начинает заикаться, краснеть, бледнеть. Ну, помогайте, давайте наводящие вопросы. Он будет рад вашей помощи, если честно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.